В преддверии Дня молодежи на стадионе имени Султана Белимханова прошли первые республиканские молодежные игры «Кадиак-Онер-2017». Организатором выступило Министерство по делам молодежи. Участникам предстояло показать себя в забеге на дистанцию 100, 200 и 400 метров, эстафете, метании ядра и копий. Для участия были приглашены команды со всех районов республики. Победителей наградили кубками, дипломами и медалями. Цель, которую мы преследуем, это популяризация легкоатлетических видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. Это пробный камень, мы и в дальнейшем планируем развить именно легкоатлетические виды, так как у нас упор в основном делается на единоборство, бойцовские виды. Хотим внести разнообразие. В третьем корпусе Чеченского государственного университета прошла выставка фотохудожницы из Москвы Татьяны Медведь. Увидев игру чеченской футбольной команды ампутантов «Ла-Манас», девушка воодушевилась и решила провести такую работу. Будучи по профессии психологом, Татьяна прониклась идеей показать молодых людей без всяких изъянов. С ними познакомилась, как-то мы подружились, и я решила снять целый проект о них. Вот в таком вот именно портрете, в жанре портретов, потому что портрет, он всегда передает состояние души, и вообще это очень глубокий такой смысл наложен. Здесь фотографии тех ребят, которые у нас сегодня играют в команде «Ла-Манас». Это прежде всего люди, которые, наверное, все-таки знают цену жизни. И вот для студентов, которые сегодня обучаются в университете, знакомство уже воочию с людьми, которые знают цену жизни, это очень важно. И, конечно, когда мы смотрим эти фотографии, мы сначала задаемся вопросом, а кто это? Никому не приходит в голову, что это обыкновенные чеченские ребята, которые в принципе являются людьми с ограниченными возможностями здоровья. Очень похожи эти люди, так сказать, на Бандераса, похожи там на Познера и на других актеров российских, зарубежных. И когда сегодня ребята воочию увидят не только фотографии этих людей, но увидят и самих ребят, и узнают о том, как они преодолевали эти преграды в своей жизни, это очень важно. Поэтому хочется поблагодарить прежде всего организаторов этой выставки, самого фотографа, который сделал великолепные фотографии, и пожелать удачи нашим ребятам из команды «Ла-Манас». Автор выставки признается, что давно хотела приехать в республику. Увиденное ее действительно впечатлило. Посмотрев на лица этих героев, никто не скажет, что это люди с ограниченными возможностями. И основная роль этой выставки – интеграция людей с ограниченными возможностями, их социализация, популяризация здорового образа жизни в Чеченской Республике. Эта выставка не единственная цель приезда молодой фотохудожницы. «Чечня от отца к сыну» – так называется ее главный проект. В нем Татьяна надеется показать особенность Чеченской Республики и развеять все мифы.